Здравствуйте. Среди наиболее обсуждаемых национальных проектов ситуация демографическая. Вернее, ее сказать, очень тяжелая ситуация, которая сложилась сейчас и в нашей стране, и в Якутске, и в нашей республике тоже. Предлагаю подключиться к этому обсуждению, но вначале несколько слов о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Boeing 757-200 1 марта в небе Якутска так и не появился. Теперь авиаторы компании Якутия ждут его только лишь в конце месяца. Компания попросила установить в подержанном самолете кресло с более высокими спинками. После этого переоборудования самолет, как ожидается, до конца марта пробудет на таможне в Москве и только после этого сможет прилететь в Якутск. Ну а перевозить все-таки пассажиров Boeing, как ожидается, начнет только в конце марта. В 199 мест у него пассажирских в салоне, причем 12 из них это бизнес-класс. Как мы уже сообщали, этот самолет расходует в 2 раза меньше топлива, чем Ту-154. Это должно значительно снизить эксплуатационные расходы Якутии. Но если учесть еще, что тарифы останутся прежними, то, конечно, экономия у Якутии будет очень серьезной. 2 марта в единой с бытовой организацией компании «Алроса» принимали премьер-министра Бельгии. Членам официальной делегации, а также сопровождавшим их руководителям бельгийских алмазных компаний были продемонстрированы именные, в том числе уникальные алмазы, крупные бриллианты, срезы добычи из разных месторождений Якутии. Ну и, конечно же, экскурсия. Обсуждались, кроме того, и проблемные вопросы в связи с ситуацией на алмазном рынке, а также обработки бриллиантов. Стороны выразили обоюдное согласие развивать партнерство. Да, тем более, что какие-то документы подписывались еще начиная с 2002 года в их развитии, а также, возможно, по каким-то другим еще новым документам, которые будут готовиться. И о спорте. 4 марта завершилась 5-дневная борьба 6 волейбольных команд зоны Сибири и Дальнего Востока чемпионата страны высшей лиги Б. Лидер первых 2 полуфинальных туров, команда «Алроса» из Ленска, снова оказалась не по зубам волейболистам из других городов России. И добавлю, баскетбол. Буквально сегодня начались игры чемпионата нашей республики. 6 команд выйдут на площадку спорткомплекса 50 лет Победы. Ну, правда, вот год назад в таком же чемпионате принимало участие 17 команд улусов и городов Якутии. Итак, демографическая ситуация в Якутске, в России и в нашей республике тоже. Не очень хорошая она в последнее время складывается, проблема эта обсуждается на всех уровнях. Надо сказать, что и в мэрии она довольно часто обсуждается, причем не в кабинетах, а в коридоре. В коридоре 2-го этажа, куда регулярно собираются родители детишек в ожидании направлений в детские сады. Подавляющее большинство из них уходит оттуда все-таки ни с чем, и это неудивительно. В детских садах освобождается ежегодно примерно 600 только мест, а потребность 10 тысяч. Надо сказать, что проблема эта не милует ни детей, не только кухарок, что называется, но и людей достаточно высокого полета, руководителей. Ну вот, скажем, сравнительно недавно, буквально вот на прошлой неделе, ребенок одного из высокопоставленных чиновников нашей республики получил такое заветное направление на 4-м году своей жизни. Можете судить о том, насколько тяжело приходится людям, ну скажем так, обычных профессий, обычных должностей. И все-таки, что думают по этому поводу уже не в коридорах, а в кабинетах? В частности, глава столичной администрации Илья Михальчук. Конечно, в этой области у нас огромная проблема, но, к сожалению, она не определена национальной программой в рамках нацпроекта. Это развитие сети детских дошкольных учреждений. Огромное, около 10 тысяч детей сегодня в городе стоят в очереди на получение направления в детский сад. А у нас, к сожалению, строительство подобных учреждений не заложено в бюджете ни республики, ни города, и на это средств нету. А с другой стороны, с всеми регламентирующими документами мы отбиваем, к сожалению, государством желание открывать частные детские учреждения, которые могли бы, с одной стороны, решить социальную проблему, а с другой стороны, в общем, занять ту часть населения, которая бы могла, в общем-то, заниматься этой формой бизнеса, крайне необходимого городу. Да, я думаю, такое положение по всей стране. Здесь местные власти никаких нормативных таких документов не могут принять, чтобы действительно частные детские сады начались открываться? Дело в том, что мы уже прорабатываем и сегодня решаем вопрос. Допустим, в отдельных вновь строящихся домах мы определяем, отводим часть площади на 1-м этаже, где обязательно должно быть по распоряжению строительства
соцкультбыта, то есть магазины, учреждения, но, к сожалению, с тем жестким подходом контролирующих надзорных федеральных органов очень сложно даже с высокой степенью ответственности за жизнь, здоровье детей частному предпринимателю, бизнесмену открыть подобное учреждение. Даже не называя его детским садом, а, допустим, группой дневного пребывания детей. Хотя мы сами знаем, что сегодня множество частных посиделок, частных детских садов существуют на базе тех или иных квартир и так далее. Нелегально. Нелегально. И понимая это, мы сделаем вид, закрываем, что как будто этого нет, мол, решайте под свою ответственность, вместо того, чтобы все-таки взять, контролировать, ну и давать возможность все-таки открывать подобные учреждения легально, раз государство само не может. Ну и все-таки возвращаясь вот к этой проблеме, кардинальному, вернее ее сказать, решению, это все-таки капитальное строительство. Я не рассчитываю на то, что вдруг завтра будут выделяться деньги. Почему? Потому что строить все равно подобные учреждения детские, они, в общем-то, очень дорогие. А далеко ходить не надо. Вот мы даже там, где мы открывали 2-3 года тому назад детские дошкольные учреждения по тем или иным нормам Пожнадзора, там, Роспотребнадзора, нам пришлось закрывать 3-4 этажи в каменных учреждениях с 2 различными выходами. Но вот такие нормы, с одной стороны, для безопасности чиновника, а с другой стороны, порой и надуманные требования. Ну, допустим, вот мы перевели в детский сад бывшую 13-ю школу, бывший профилакторий на Грессе. Так нас заставили с 4-го этажа детские группы убрать, хотя очень нуждаются в детских местах, хотя при 2 различных лестницах, 2 аварийных выходах все равно на 4-м этаже не положено. Но я не знаю, так, мы же живем с вами в многоэтажках, так почему же при наличии достаточного количества воспитателей, обслуживающих персонала, средств и приспособлений пожарной безопасности мы должны с вами, в общем-то, надумывать проблемы. А каким тогда видится вам выход из этого, ну скажем так, как бы противоречивого процесса? С одной стороны идет декларация улучшения демографической ситуации, а с другой стороны отсутствие детских садов же даже под то детское, скажем так, население, которое вот сейчас есть. Что делать? Дело в том, что я вижу выход в том, чтобы вот эту программу взял под жесткий контроль все равно государственный орган власти. Я думаю, это должен быть или субъект республика, или четкая программа президента республики, правительства, ну и, конечно, при участии муниципалитета. Видя сегодня финансирование, видя приоритеты, я вижу, что пока выхода в этой проблемы никто не предлагает. По сюжетам из российских телевизионных каналов мы с вами прекрасно знаем, что в других крупных городах страны эта проблема решается в том числе и за счет возврата прежних зданий детских садов, детских комбинатов, которые в годы перестройки, начала рынка, попадали в руки каких-то предпринимателей, под торговые центры и другие всевозможные учреждения и предприятия. Они возвращаются, таким образом острота проблемы в тех городах снижается. Ну, в Якутске, как известно, у предпринимателей в этом смысле отнять нечего совершенно. Вот вслед за главой столичной администрации мне тоже, в общем-то, на память не приходит, чтобы эта проблема обсуждалась где-то в высших сферах государственной власти в нашей стране, в том числе и в качестве национального проекта, когда говорится о демографии, о детских садах. Вот я не помню, что там кто-то что-то говорил. Вполне может быть, что среда этой недели станет исключением. Дело в том, что на этот день, вернее сказать, назначено очередное заседание Национального совета по реализации национальных проектов в Кремле. Ну что ж, давайте подождем. Может быть, действительно какая-то подвижка вот в направлении, обозначенном в интервью главы администрации Якутска, все-таки произойдет. Но если не в этот раз, то в следующий точно. На сегодня все. До свидания.